В Казани продолжается 27-й Нуриевский фестиваль с участием ведущих солистов театров России, Европы и США. Сегодня второе выступление в нашем городе труппы из Дортмунда, основу которой составляют выходцы из восточных и европейских стран, работающие в современном хореографической стилистике. После оглушительного Дон Кихота на сцене появились мрачные инфернальные краски, минимализм изобразительных средств и новый пластический почерк. Хроника Нуриевского фестиваля в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Много красиво, Казань. Спасибо, Казань. На здоровье. Спектакль настроения, спектакль бурлеск, в котором эмоциональная составляющая просто зашкаливает, словно соревнуясь с предыдущим балетом «Жизель», где романтическая правда чувств была доведена до совершенства благодаря первоклассному дуэту исполнителей заглавных партий. Новые гости фестиваля, носители горячей крови и Special Guest Stars Адиарис Альмейда и Джозеф Гатти работали просто в головокружительном темпе. Как ни крути, Дон Кихот – это один из немногих мировой практики балетов, где основной составляющей становится здоровый реализм, хорошее настроение и крепкая техника. Я поклонница образа Китри, потому что это высшая энергия, это высший пилотаж. Здесь есть все. Главное — юмор. На Кубе я раньше очень часто танцевала Китри, а в Казани, кстати, танцую впервые. Это острохарактерный балет, и ты словно пропускаешь через себя не только историю собственного героя, но и других персонажей. Это помогает выстроить единую линию. Нормально все тут проходит. Труппа «Дортмунд балета», которая гостит в Казани в течение 2 дней, привезла иную фестивальную стилистику, базирующуюся на классических мелодиях европейских композиторов и интересной литературной основе. В первом случае история мертвой девушки Марианны, переосмыслившей свою жизненную линию, лишена не без иронии, ведь главными персонажами становятся люди, уже покинувшие этот свет. Авторская хореография Син Пен Ванга и оригинальные истории закрепили за немецким коллективом право войти в 5 лучших европейских составов. У нас в компании работает 28 человек. Это представитель 22 национальностей. Неважно, впрочем, откуда пришел этот человек. Важно, как он работает и можем ли мы с ним говорить на одном языке. Особенностью балета Дортмунда является то, что директор балета Ксин Пен Ванг, он директор балета и одновременно гостевой, одновременно основной хореограф дортмундского балета. То есть очень многое в репертуаре. Это его балеты, которые отличаются от других хореографов. Немецкий и австрийский фольклор густо населен потусторонними и неземными персонажами, которые также любят, страдают и сходят с ума, как вполне обычные жители. А посему сказки Венского леса воспринимались отчасти как отклик на события после Первой мировой войны, когда сомнения и депрессии становились основой для культовых кино- и театральных постановок. Современная хореография еще вернется на фестиваль в программе 2-дневного гала-концерта, где встретятся на сцене российские, французские, немецкие, японские, британские и американские мастера современного мира балета. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».